Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. 5 сентября президент нашей страны Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по развитию дальневосточных городов – Анадыря, Магадана и Якутска. Большая часть итоговых поручений президента касалась именно Якутии, в том числе благоустройства столицы региона. Как решения президента отразятся на нашей столице и на ее жителях, сегодня в преддверии Дня города поговорим с его главой Евгением Григорьевым. Евгений Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер, Инна. Ну, вот, как я уже сказала, прошло это рассмотрение мастер-плана города Якутска у президента страны. Доклад делал глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев. Вот, но вы на этой видеоконференции присутствовали. Вот, расскажите, с каким настроением вообще, вот, с какими эмоциями после этого вы из видеоконференции вышли? Вы знаете, вопрос мастер-плана – это вопрос, который стоит уже в повестке 2 года в нашей жизни. Чуть раньше мастер-плана мы за полгода начали разработку указа главы республики о развитии города Якутска к 2032 году. По сути дела, последних 2,5 года мы находимся в стадии формирования указа, а далее формирования определения проектов, включенных в мастер-план, согласования этого проекта с заинтересованными сторонами. И 5 числа, поздно вечером, ночью, по сути дела 6 числа, у нас случилась ключевая веха. Презентация мастер-плана у президента и согласование и дальнейшее движение его по уже оформлению проекта поручений, комплексного плана мероприятий уже Совета механиков. В целом отрадно то, что президент в своем выступлении очень много оставил задач по конкретному улучшению жизни людей, проживающих на территории нашего города. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос моему гостю можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39, отправить сообщение текстовое в Телеграм на номер 8 914 235 0502. И, конечно, можно задать вопрос через наше мобильное приложение. Если вы его еще не скачали, то отсканируйте QR-код, который сейчас видите на экране, там открываете прямой эфир и в всплывающем окне задаете свое сообщение. Евгений Николаевич, ну вот в мастер-плане выделены 5 направлений основных, да? Давайте их еще раз перечислим, почему вот именно по ним будет развиваться город. Сегодня наш город Якутск очень динамично развивающийся город. В связи с резким ростом населения существует ряд проблем, которые необходимо решить. Вот, мастер-план в первую очередь направлен на то, чтобы ликвидировать текущие проблемы и дать возможность реализовать наши сильные стороны. Если подходить с точки зрения экономических категорий, то мастер-план направлен на диверсификацию экономики города. Сегодня в базовых значениях за 2021 год валовый городской продукт составляет 264 миллиарда рублей. Если посмотреть на рынок труда, то 154 тысячи людей работает сегодня трудоустроено на территории города. Из них 14% работает в здравоохранении и социалке, 14% в образовании, значит, 13% это госуправление и административное управление, значит, и в целом у нас очень большая доля влияния бюджетников в экономике города. В мастер-план заложена стратегия создания и усиления креативной экономики. Мы ставим себе целью стать креативной столицей всего Дальнего Востока. У нас отличные на это предпосылки. Очень талантливые люди, молодое поколение и растущий город. Сегодня уже есть успешные кейсы по реализации IT-проектов, якутское кино, наши дизайнеры, мультипликация, художники. И реализация всего нашего культурного кода, совмещенного с экономикой, это наш путь развития. Мы ставим себе задачу создать дополнительных 20 тысяч рабочих мест на территории города Якутска. Значит, из них создать весомый вклад именно креативной экономики. Вот это то, что касается экономических показателей. С точки зрения развития территории города Якутска, безусловно, это полная ликвидация ветхого аварийного жилья. С точки зрения развития логистики, это строительство мостового перехода. С точки зрения развития общественных пространств, это набережное озеро Сайсары, площадь Ленина,
реконструкция нашего парка культуры со строительством на территории парка круглогодичного аквапарка. Значит, у нас, в принципе, по продолжающейся работе мы ставим огромную задачу по дальнейшей работе в рамках дорожного ремонта, в рамках ремонта дворовых территорий. Значит, и колоссальный объем работы нам предстоит сделать суммарно по каждому направлению, которое сегодня есть. Одно только направление общественного транспорта подразумевает полную перезагрузку, значит, всей текущей маршрутной сети, обновление всего транспорта и в идеале переход на бруттоконтракт. Ну, IT-столицей Дальнего Востока уже Якутск можно с полным правом называть, а креативной столицей, может быть, и России, потому что мы же самым креативным регионом России были признаны. Это факт. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, добрый день. Уважаемый Евгений Григорьевич, вот хотел спросить, мы, жители вот Айсарского округа, хотели узнать, вот дорога частного сектора Лонгинова, когда она будет заасфальтирована? А то вот у нас там проживают старые люди, вот ветераны, и после каждого первого дождя дорога всегда размывается. И прям никак, можно сказать, в школу не подойти, в садик не подойти. Спасибо. Я понял. У нас в рамках дальнейшего, значит, развития опорной сети дорог города Якутска есть проект развития Малого кольца. Малое кольцо – это окружное шоссе. Продолжение его через Вилюйский тракт, через Круговой – это улица Билибина. Дальше поехал Устах-Избекова, Лонгинова. Мы должны всю эту дорогу не то чтобы заасфальтировать, продолжить Устах-Избекова, а сделать ее четырехполосной. Мы должны вывести, по сути дела, от речного вокзала через окружное шоссе Билибина и дальше к улице Чернышевского. Это будет Малое кольцо. В рамках строительства мостового перехода у нас ставится задача в рамках развития опорной сети города Якутска строительство также Большого кольца. Это объездная дорога города Якутска, позволяющая не запускать транзитный транспорт на территорию города. С Покровского тракта до Намского тракта под горой, не заезжая в город. Это новая какая-то дорога будет? Это должна быть новая дорога, а Малое кольцо – это продолжение окружного шоссе. Вот сейчас улица Билибина есть, она двухполосная. Мы будем ее расширять до 4 полос. Дальше на Устах-Избекова мы заасфальтировали в прошлом году. Вот сейчас телезрители имеют в виду продолжение Устах-Избекова, Лонгинова, я так понимаю, выход на Чайковского. Там должно выйти вообще четырехполосной дорогой, мы должны идти ну, вот, в гемицентре, так вот дальше до Чернышевского. Ну, вот последний месяц перед защитой мастер-плана вы ездили по округам, его защищали в институтах, перед населением. Вот зачем это делается и как горожане вообще реагируют? Формирование крупных задач и целей имеет одну очень важную особенность. Чем больше людей хочет, чтобы осуществилась какая-то цель, тем проще ее реализовать. Вот, задачи, подобные мастер-плану, в городе Якутске еще не ставились. Поэтому разделение нашей общей миссии, которая сформулирована в мастер-плане и в указе, это сделать город лучшим городом в наших климатических условиях. Показать всему миру, что мы эксперты того, как нужно жить на севере. И рассказывать о тех проектах, которые мы включили в мастер-план, это очень важно для вовлечения людей в эту концепцию развития. Очень важно, чтобы люди приобщились к этим целям. Очень важно, чтобы люди осознали необходимость этих целей, ведь людей с общей целью можно назвать одной командой. Мы формируем команду мастер-плана города Якутска среди разных слоев населения. Абсолютно все живущие люди в городе почувствуют на себе изменения, которые заложены в мастер-плане. Именно поэтому мы будем дальше продолжать вовлекать еще больше народу в ознакомление и реализацию задач в мастер-плане. Обсуждая, мы вместе вносим... Ну вот какие-то проблемные вопросы задают жители, а там корректировки по их результатам? Конечно. Любая встреча с населением, она не сводится просто к трансляции ваших идей. Она сводится к живому общению. В результате сбора обратной связи
мы всегда сможем подкорректировать те или иные решения с точки зрения объектов, с точки зрения месторасположений и каких-то особенностей, которые рождаются в диалоге. Это абсолютно Ну, нормальная и вот практика. среди поручений президента, итоговых, да, как раз то, что касалось Якутии, это был Ленский мост, завершение Ленского моста, мост через Алдан также, завершение строительства школы музыки нового здания, Житайской судоверфи и расселение, полное расселение из аварийного фонда до 30-го года. Раньше мы предполагали до 32-го, правильно я понимаю? У нас в указе главы поставлена задача 32-й год, юбилей Якутска, встретить вообще без деревянного ветхоаварийного фонда. В своем поручении сейчас президент поставил твердую цель ликвидировать ветхоаварийное жилье, признанное до 1 сентября 2023 года. Ну, на данный момент. На данный момент, по сути дела, мы все признали. Там осталось несколько домов, которые по тем или иным причинам, то ли люди не согласны, то ли как, мы еще не признали аварийным. Но, по сути дела, можно сказать, к 30 году мы останемся без ветхого аварийного жилья. То есть деревянных вот этих вот бараков больше в Якутске не будет? Бараков точно не будет. Отдельные дома, которые остались, есть дома, в которых жители сами не согласны, признают свои дома аварийными. Вот это отдельный случай. Таких немного, несколько штук, меньше, чем пальцев. Ну и вот Ленский мост, как город участвует в строительстве Ленского моста? Здесь, на стороне города Якутска, мы провели работу по выносу газовых сетей, выносу электрических сетей. Сейчас полным ходом идет реконструкция у дороги Умнас, это Покровский тракт, расширяем ее до 4 полос. Значит, в этом году до Владимировки доходит, в следующем году от Владимировки до Табаги. Внутри самой старой Табаги идет реконструкция дороги центральной. Она расширяется, чуть-чуть меняется трассировка. Это все подводящие пути к мостовому переходу. Значит, будем вести работу по всей улично-дорожной сети в рамках без светофорного подъезда к заезду к мостовому переходу. Значит, мы готовимся сейчас к объявлению реализации проекта по транспортно-логистическому центру в районе Табаги. Но в целом можно сказать, что сегодня мы активно видим, что город все задачи, которые ставились, реализует. Видим, как застройщик завозит технику, готовится к проведению строительно-монтажных работ. Для начала строительно-монтажных работ по самому мосту необходимо получение положительного заключения глав госэкспертизы. Она, к слову, ожидается буквально в ближайшие дни. Выход из экспертизы. И как только будет получено положительное заключение, есть основания для выдачи разрешения на строительство и начало строительных работ. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Я хотела бы спросить насчет устранения переполненности классов в школах. Мои дети учатся в 17-й школе, и количество детей очень большое. Ну, это не в одной 17-й школе, в общем, понятен вопрос. Да. Опять же, возвращаясь к очень быстрому росту города. Если город ежегодно растет от 8 до 10 тысяч человек, новых горожан, то с каждым годом в школы города Якутска идет больше на 2000 детей в среднем. Значит, исходя из этого, безусловно, сложилась очень сложная обстановка с переполненностью школ. Выход один. Необходимо строить новые школы, дополнительные здания, значит, где это возможно везде. Сейчас, на данный момент, мы в городе Якутске строим исторический максимум. Параллельно 6 школ строится, пристроев и новых зданий. Если говорить относительно 17-й школы, то мы сейчас находимся на стадии разработки проектно-сметной документации. До конца текущего года проект должен быть разработан и должен пройти экспертизу. Как только будет получено положительное заключение экспертизы, мы должны провести работу по включению данного проекта в один из национальных проектов совместно с правительством республики. У нас в центральной части города действительно остается не так много мест, где можно построить. Вот 26-ю школу пристроим, мы уже строим, 29-ю уже строим, к 5-й школе построили, остается 17-я школа. Будем строить на месте снесенной 1-й школы, старой 8-й школы, такую же школу, только этажом выше. Ну и практически в центральной части больше нет места, где можно было бы построить. Вот есть идея относительно автовокзала, вынести автовокзал за границы города, а на месте автовокзала организовать большой территориальный
образовательный комплекс. Мгм. Будем над этим работать. То есть эта идея прорабатывается сейчас, Эта да? идея прорабатывается. Мы разработали значит, концепцию нового транспортного обеспечения общественного транспорта города Якутска. И в рамках удешевления стоимости проезда за общественный транспорт для пригородов, значит, уменьшение нагрузки на улично-дорожную сеть центральной части города, надо пригородный автобус, чтобы заезжали один до аэропорта, а второй до района медцентра. Дальше пассажиры из пригородов должны иметь возможность бесплатно пересесть на городские автобусы и уехать по своим делам. Как показывает практика, автобусы до автовокзала доезжают пустые. Они из 1,5 часов, которые едут из пригорода, час времени находятся в городе, стоя в пробках, занимая очень много времени, лишнего пробега, километража. Это все очень сильно отражается на себестоимости оказываемой услуги. Поэтому я всегда, когда встречаюсь с населением, спрашиваю один простой вопрос. Кому нужен автовокзал в центре города? 99% говорят, что автовокзал в центре города не нужен. Вот, и в случае, если мы сможем реализовать эти проекты и 2 автовокзала в южной и северной части города и обеспечить удешевление стоимости для жителей пригородных сел города Якутска, я думаю, все останутся только довольны. Ну, это логично будет. И к тому же, если наконец появится вот эта вот объездная дорога, да, как вы сказали, большое кольцо, то вот эти большие грузы перестанут в город заезжать и дороги разбивать, которые ремонтируются. Конечно. Большегрузная техника, заезжающая и туда, куда можно, и туда, куда нельзя, это, к сожалению, бич дорог города Якутска. Здесь надо признать факт того, что у нас в настоящее время вводится весовое ограничение в межсезонье. Мы прорабатываем вопрос введения ограничения полностью на весь теплый период года. Будем прорабатывать этот вопрос, начиная вот с октября, сейчас обсуждать его с профессиональным сообществом, строителей, перевозчиков, дорожников, с тем, чтобы выделить в зимнее время больше накопителей на территории города, чтобы они смогли завести, а уже в летнее время работать машинами меньшей тоннажности. Значит, надо также заметить то, что необходимо усилить работу ГИБДД в городе Якутске. Я так понимаю, количество бортов надо увеличить. Город растет, растет нагрузка и на работников госавтоинспекции. Здесь необходимо вместе с коллегами проработать, увеличить количество мероприятий по контролю работы над большегрузами. И у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Евгений Николаевич, добрый вечер. Я живу в Зауге на улице Крупской и слышал, что по мастер-плану здесь планируется сделать Старый город 2. Уточните, пожалуйста, где именно планируется и как в целом вы видите развитие туризма в Якутске? Надо начать в целом с туризма. Значит, у нас Якутия в целом является очень перспективным туристическим направлением. Сегодня входит в топ-3 растущих направлений по России. Значит, в прошлом году на территории нашей республики более 230 тысяч человек приехало с целью туризма. И все они приезжают, приплывают, приезжают в город Якутск. Начальная точка входа в Якутию – это город Якутск. Однако сразу же 170 тысяч уезжает в Хангаласский улус, 70 тысяч уезжает в зимнее время в Оймяконе, полюс холода. Мы же в городе Якутске должны стремиться к тому, чтобы дать такие услуги и возможность остаться в городе хотя бы на день дольше. Тогда это будет очень положительно влиять на экономику города. Будут останавливаться в наших гостиницах, питаться у наших предпринимателей, закупать продукцию наших производителей. Что мы для этого должны сделать? Самое главное – это объекты, куда ходить. Туристические места, магниты, куда притягивать будут. И вот Старый Залог 2, проект, который мы хотим реализовать, он как раз-таки для этого нужен. Это границы его улица Чернышевского, улица Крупская, улица Ярославского и улица Дежнева. Этот треугольник признан уже достопримечательным местом. Сегодня идет восстановление уже 4 домов старых, там дома 1800-х годов. Мы не будем делать там новоделы, мы будем восстанавливать старые здания все. Для того, чтобы создать атмосферу 18 века. Вот, туда зашел и попал в 1800-е годы. И это должно получиться фишкой нашего города. Мы должны крепко понимать и работать над брендом, что город Якутск – это отец городов дальневосточных всех. Все города, которые находятся вокруг нас… Они все позже основаны через Якутск. Мало того, что позже, экспедиции по освоению их шли через город Якутск, вплоть до Аляски.
Ну и вот возвращаясь к поручениям президента, он говорил о создании комфортной среды. В этом году в Якутске завершается трехлетие благоустройства, да, трехлетие, как это сказать, почему вот именно 3 года и что удалось за эти 3 года сделать? Формат трехлетки мы разработали, исходя из возможностей долгосрочного, ну, среднесрочного планирования. Бюджет принимается на 3 года. Следующий год и плановые 2 года. Вот в логике принятия решения трехлетки мы ориентировались на то, чтобы мы приняли на трехлетний план уже лимиты, объемы, скорректировали наши муниципальные программы, которые позволили бы кратно увеличивать объем работ, проводимых в рамках благоустройства. Мы за 3 года из муниципального бюджета вложили более 500 миллионов рублей на объекты благоустройства на территории города. Основное внимание мы себе ставили как работы по дворовым территориям в городе Якутске. Изначально, когда мы планировали трехлетие, мы рассчитывали на 45 дворов в течение 3 лет. По 15 дворов в год. Да, затем я рассказал наши подходы Арсению Сергеевичу, главе, и был очень рад, когда Арсений Сергеевич сказал, что он поддерживает это начинание и удвоит нам наши вложения. И мы получили 150 миллионов рублей из республиканского бюджета. Потом нам повезло еще больше. И запустилась программа Юрия Петровича Трутнева на Дальнем Востоке «1000 дворов». В итоге так получилось, что мы на каждый наш рубль по 2 рубля сверху привлекли. Ну, повезло. Республиканские и федеральные? Да. И вот нам получилось по результатам трехлетия благоустройства сейчас 129 дворов мы отремонтировали. Вместо 45? Вместо 45. Мы считали, что если мы отремонтируем 45 дворов, мы будем большими молодцами. И это будет очень круто по сравнению с предыдущим объемом. В итоге вот повезло. Это раз. Второе, скверы, значит, которые мы тоже строим в городе Якутске, и находим все различные способы. И вот один из ключевых скверов, который сейчас недавно открылся, к сожалению, не смог присутствовать на открытии, совместно с газовиками, с Сахантранснефтегазом, мы открыли сквер газовиков. Это где? Это на Петра Алексеева, там, где раньше стояли стоянка металлических гаражей. Мы вычистили эту площадку из металлических гаражей, предоставили участок газовикам, чтобы они сделали объект благоустройства. Мы на второй половине будем строить социальный объект, спортзал. Вот. В рамках благоустройства мы сконцентрировались также на работах, связанных со строительством велодорожек. Более 11 километров велодорожек построили. Проводили активную работу по строительству уличных спортивных площадок, воркаутов. Их больше 45 построили спортивных площадок. Значит, мы активизировали программу в рамках трехлетия строительства городом теплых остановок. Сами. Город начал сам строить теплые остановки. Порядка 40 штук их построили, и вот сегодня еще 2 открыли. Значит, в рамках трехлетия благоустройства также особое внимание мы заложили системе необходимости разработки ливневой канализации. Мы начали разработку схемы водоотведения. Значит, мы с точки зрения подходов, вот, если мы сказали, что было трехлетие благоустройства, то следующее трехлетие необходимо заниматься инженерной инфраструктурой. В первую очередь это подготовка ливневой канализации. Значит, мы хотим заняться плотно вопросом обеспечения проточности круглым летом городского канала, закачивать воду на озеро Шестаковка, чтобы обеспечилось кольцо, малое кольцо, большое кольцо горканала водой, и омывались круглое лето городские озера. Оздоровлением городских озер планируем заняться. Также вопрос ставим в рамках уличного освещения. Вот это планы на следующие 3 года. Будем концентрироваться опять так же. Поскольку формат трехлетия, как мне показалось в городском хозяйстве, это наиболее такой практикоориентированный и хороший для работы инструмент. Но все вот эти проекты, я так понимаю, требуют больших инвестиций. Безусловно. То есть это же та же ливневка и так далее. Вот на ВЭФ собираетесь скоро? Да. Они все, вот эти проекты, учтены и в мастер-плане, и в указе главы. Мы точно, можно объяснить обычным житейским образом, то, что мы точно сформулировали для себя цели, чем мы должны заниматься. Изо дня в день. Каждый наш рабочий день и каждое наше действие должно нас приближать к исполнению наших целей. Они определены и понятны. Вот по 5 направлениям, как вы сказали.
И в рамках нашей командировки на Восточный экономический форум у нас одна большая задача. Это реализация проектов по мастер-плану. Мы будем работать в рамках уличного освещения, мы будем работать в рамках реконструкции городского парка, значит, мы будем встречаться значит, в рамках ликвидации ветхого аварийного жилья. И большой объем работы, значит, мы проведем с нашими городами дальневосточными, которые имеют по соседству, кто уже реализовал проект уличного освещения, у кого есть схожие проблемы по общественному транспорту и прочее, мы будем вырабатывать общие подходы. Поэтому Ну, вот, кстати, про освещение. Вот эта вот программа была «Светлая столица». она есть сейчас. И, ну, собственно, Александр Сергеевич сказал, когда докладывал президенту о том, что 67% сейчас, да, только освещение Якутска, а нужно 100%. Да. Вот. И как вот работа в этом направлении идет, потому что действительно город у нас очень темный. Да, я вот сама живу в Сайсарах, ладно, улицу Ильминская нам сделали, фонари поставили, но вот чуть вглубь зайдешь, там страшные темные дворы, мне даже с собакой гулять страшно. С точки зрения уличного освещения мы будем идти по возможности, которая сейчас дается в рамках развития Дальнего Востока. Есть инструмент, дальневосточная концессия называется. Это выделение капитального гранта, который распределяется на понесенные затраты на строительство. Вот, чтобы полностью осветить город, примерно следующие цифры. Сегодня в городе Якутске чуть больше 15 тысяч светильников. Значит, нам необходимо построить еще 10 с лишним тысяч для того, чтобы полностью осветить город. Если вы заметите на улице, 11 тысяч светильников, они желтым цветом светят. Около 4 тысяч светильников светят голубым цветом. Вот, кстати, хотелось я спросить, почему одни желтым, другие голубым? Голубым цветом светят светодиодные фонари, они энергоэффективные. Желтым цветом светят устаревшие фонари. Их нужно всех поменять Их надо еще всех на... поменять, да. И вот что удивительно, мы сегодня почти 55 миллионов тратим на оплату электроэнергии за уличное освещение. И должны, значит, прийти к следующим показателям. Если мы поменяем все на светодиодные и построим еще 10 тысяч светодиодных, мы будем тратить меньше на электричество. Поэтому мы должны, первое, обеспечить экономию наших денег, которые сегодня тратим, поменять их на светодиодные, ну и, безусловно, осветить весь город. И, слава богу, у нас есть сейчас концессия дальневосточная. Вот этот вот разворот на Дальний Восток, о котором говорит президент страны, он проявляется именно в том, что есть широкий инструментарий для городов и территорий, которые находятся на Дальнем Востоке нашей страны. Наша задача сегодня максимально использовать весь предлагаемый инструментарий федеральной поддержки для развития здесь и сейчас наших городов, территорий. Всего Дальнего Освещение Востока. пригородов там тоже предусмотрено, да? Конечно, у нас город Якутск мы не разделяем как город и пригород. У нас 7 сельских территорий, и есть городская агломерация. Ну и к общественным пространствам, да, в Якутске их не хватает, благоустроенных общественных пространств, они у нас, собственно, и начали появляться, это не так давно. Вот во время нашего прошлого эфира как раз поступали звонки по поводу парка культуры и отдыха, вот там что, какая работа? По парку культуры и отдыха? Парк культуры, ну и вообще, какие планы по общественным пространствам? Вообще по общественным пространствам. Вот сейчас у нас идет активная работа по строительству набережной озера Сайсар. У нас буквально со дня на день начнется работа по реконструкции площади Ленина. Начнется работа со дня на день по реконструкции набережной Романа Михайловича Дмитриева. Это на 202 микрорайоне. Вот. По сути дела, нам остается в центральной части города разобраться с ремонтом площади Орджоникидзе и площади Победы. Все остальные площади у нас будут отремонтированы. Значит, мы ставим себе задачу, значит, к 80-летию победы Великой Отечественной войны полностью закончить Парк Победы. Сегодня Парк Победы уже становится местом притяжения, там необходимо завершение работ. Мы вот за счет городского бюджета на протяжении 3 лет поэтапно, по чуть-чуть, по мере возможности застраиваем этот парк. Надеюсь, в следующем году мы за 1 год сделаем весь спектр работ, чтобы 9 мая, 80-ю годовщину, встречать уже в совершенно новом, созданном, полностью завершенном Парке Победы.
Мгм. А вот поступил вопрос от зрителя. Меня, как педагога дополнительного образования, волнует вопрос строительства парка будущих поколений. В каком году он все-таки будет введен, какие организации в нем разместятся, и предусмотрено ли там размещение детской библиотеки? А, Мы живем в особых климатических условиях, и, безусловно, в зимнее время у молодежи и молодого поколения остается такая же потребность встречаться, проводить вместе время, значит, заниматься какими-то активностями. Парк будущих поколений – это круглогодичная общественная точка притяжения. 4000 квадратных метров – очень классное архитектурное решение, в первую очередь направлено для того, чтобы молодежь могла там коммуницировать, заниматься творчеством, образованием. Значит, поэтому в первую очередь это, конечно, образовательный кластер для нашей молодежи. Очень важно заниматься молодежью, поскольку есть один очень важный подход. Сегодня все города, без исключения, конкурируют за молодежь. Мы должны сделать максимум усилий для того, чтобы молодежь в нашем городе могла реализовываться, ей было интересно, весело, и она не хотела уезжать, и оставалась жить в нашем городе. Сегодня нам везет. У нас очень много молодежи. Средний возраст горожанина 36 лет. Мгм. Еще один вопрос от зрителя. Проекты масштабные, большие. Хватит ли ресурсов, финансов и кадровых? Насколько реальны поставленные задачи? Вот здесь очень важно то, что произошло 5 числа, вот, защита у президента. Общая капиталоемкость всех всех проектов в мастер-плане 558 миллиардов рублей. Из них потребность федерального финансирования составляет порядка 280 миллиардов рублей. Консолидированный республиканский бюджет и городской бюджет – это 90 миллиардов рублей. По большому счету сводится к очень простому. Нам осталось 9 лет. Мы ежегодно должны в городском бюджете дополнительно миллиард находить, в республиканском бюджете 9 миллиардов находить. Это наша задача. И вот 280 миллиардов – это федеральное финансирование. И вот здесь это полностью, значит, поддержка президента и наша поддержка нашего главы республики, чтобы он в интересах нашего города добивался финансирования и включения в федеральные программы интересов жителей города Якутска и всей республики. Вообще, наверное, поддержка президента – это лучший подарок ко Дню города. Конечно, безусловно. Лучше быть не может. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Евгений Николаевич. Скажите, пожалуйста, какие проекты в рамках мастер-плана планируется реализовывать по борьбе с запыленностью города? А то летом и осенью нам приходится дышать пылью, это все оседает в наших легких. Обеспыливание? Да, Хорошо, значит, понятно. запыленности города. Добрый вечер. Плане. Добрый вечер. Понятен вопрос. Действительно, у нас с точки зрения расположения города мы находимся в пойме реки. Поэтому здесь у нас илистые грунты, в принципе, и единственный выход победить пыль – это полностью все закатать в асфальт, либо сделать озеленение, ну и, соответственно, регулярная, более частая уборка. А что мы делаем? Вот программа, по которой мы запустили дворовой ремонт, раз, ее в таких объемах никогда не было. Второе, мы в этом году на данное число вышли уже на показатель более 20 тысяч квадратных метров по ямочному ремонту текущему. Для сравнения, ранее это было в районе 7-максимум 10 тысяч квадратных метров. То есть мы научились делать быстрее и больше. Далее это программа озеленения. В этом году у нас появился впервые в администрации дендролог, который разбирается, как надо что делать для озеленения. Мы сейчас будем полностью пересматривать программу ЖКХ, внутри которой есть озеленение, чтобы сделать новые подходы в озеленении. Вообще в идеале нужно, чтобы появились предприятия, у которых будут свои питомники, лесопитомники, свои, значит, компостеры, где они будут готовить грунт. И тогда у нас будет озеленение типа совсем другому подходу. Например, проспект Ленина. Обратите внимание, 90% из всех посаженных саженцев выжили. Потому что перед тем, как сажать, поменяли полностью грунт. У нас проблема в грунте. Засоленность, значит, первое, почему не выживать. Второе, когда мы садим массово субботниками, мало кто понимает, как это надо делать грамотно. И выкопать надо грамотно, и привезти, посадить, и использовать. И третья проблема – это полив. Да, потому что посадили Да. и Поэтому, разошлись. да, вот так, к сожалению, случилось. Раньше было предприятие «Зеленстрой» в городе, его не стало, но тем не менее потребность есть. Поэтому если мы не найдем малый и средний бизнес, который сможет это сделать, мы вынуждены будем создавать свое учреждение в городе, идти на плановые затраты в бюджете,
Но озеленением надо заниматься. Вот я сейчас искренне радуюсь, когда смотрю на проспекте, как это Да, прижилось. там редкие растения, красивые газоны. Газончик появился, да. И в следующем году это вообще будет еще больше разрастется и будет радовать еще больше горожан. Мгм. Ну и в предстоящие выходные Якутск отпразднует свой день рождения. Как бы лучший подарок нам, конечно, да, сделал президент, но, видимо, всем горожанам. Что нас ждет в День города? Вот это последний уже такой, наверное, вопрос. Традиционно, да, мы... Салют будет? Конечно, салют будет обязательно. В этом году мы проведем салют в субботу, чтобы людям было удобнее в понедельник на работу идти. С 11 часов вечера будет салют. Перед салютом будет традиционный концерт. И 8-9 числа будут проходить тематические мероприятия по всему городу. По округам? По округам, на площадках, на центральных площадях. В этом году мы не стали приглашать звезд с эстрады российской, дали возможность выступить нашим. Будут молодые артисты, очень талантливые ребята. Поэтому приходите, порадуйтесь дню рождения нашего города, 391 год. Ну и будет хороший салют в 11 часов 9 числа. Ага. Ну и ваши пожелания жителям Якутска, горожанам, нашим телезрителям в преддверии дня рождения нашего любимого города. Я поздравляю всех горожан и гостей столицы с предстоящим Днем города. Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения. И чтобы День города принес вам только радость, проведите их в кругу своих близких и дорогих вам людей. Ну что ж, я вам желаю, чтобы жители гордились своим городом, принимали, самое главное, активное участие в его развитии. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.